ну это понятно, что здание новое, но здесь стоял такой вот, похожий на этот драмтеатр, да? Вот, очень похожий, с этой твоей рубкой, вот, поставленной во время войны. Вот это был Дом культуры. Что здесь было интересное? Дело в том, что все о войне люди узнавали не из телевизора, телевизоров не было. Все узнавали, ну, скажем так, из газет, но население в очень большом проценте было неграмотным. Поэтому самым большим источником информации во время войны было радио. А здесь находился радиокомитет. То есть именно место, все новости о войне, Усть-Сысоль, Сыктывкарцы и вся республика узнавали именно отсюда, из радиокомитета. Именно радиокомитет приносили все сводки Софинформбюро. И вот именно здесь вещали радио, которое сообщало на двух языках, на русском переводилось на коми переводилось, а в несколько лет еще и на третий язык. У нас в Сыктывкаре радио говорило еще одним языком, и это было очень интересно, потому что, значит, больше у нас такой ситуации не было, когда бы у нас на 3 языках вещали, новости рассказывали. На польском. У нас долгое время, несколько лет, радио говорило на польском языке. То есть на русском новость, потом на коми новость, потом на польском языке новость. То есть это настолько много было здесь поляков. Вот, то есть радиокомитет работал здесь, и практически, если что-то люди узнавали о войне, то только отсюда, ну, скажем так, это был основной источник информации. Все военные новости шли отсюда. Чем еще здесь очень интересно? Сообщение о 9 мая, о победе, сюда тоже пришло первым делом, и отсюда новость разнеслась по всей республике. Значит, Михаил Борисович Горачев рассказывает, что они опрашивали, значит, женщину, которая работала тогда диктором, Моисееву, и вот она рассказывала, что мы, говорит, сидели тогда и ждали. Вот нам сказали: ребята, скоро будет какая-то потрясающая новость, скорее все о победе, ребята, ждем. И мы, говорит, сидели и ночевали, даже в комитете ждали, что-то вот сейчас будет, что-то вот обязательно случится. Вот, и помню отлично, что 8 мая ночью нам пришла информация. И мы утром ее вставили, и эта информация голосом Левитана сообщила: все, война закончилась. Мы же должны были тут же перевести на коми-язык. Огромная масса населения здесь, 360 тысяч жителей в Коми-крае на тот момент по переписи 1939 года. Из них большая часть, 200 с лишним, это коми. И огромная масса из них не знает русского языка. И мы, говорит, выверяем каждое слово, не дай бог, чтобы мы ошиблись в этом переводе. И вот мы перевели это все и потом выдали. Сначала на русском языке «Ура, победа!» 9 мая 1945 года. И потом уже на коми-языке «Ура, победа!» 1945 года. Еще одно важное место, которое хотелось бы здесь сказать, это, безусловно, памятник Оплеснину. Здесь стоял дом Оплеснину. Я бы здесь хотел рассказать немножечко о событии именно 1941 года, когда Оплеснин совершает свой подвиг, и его отпускают домой. Это редкое явление. У нас с отпусками солдат не баловали. Огромная масса солдат не сходила с фронта. И поэтому приехавший с фронта человек был ценностью. То есть в него ходили всем городом. Мало того, приехал человек, которого присвоили звание Героя Советского Союза. Его приглашают все школы. Оплеснин ездит именно из этого дома, потому что он сюда пришел. Из этого дома он ездит по всем школам, он выступает, его приглашают разные трудовые коллективы. Пусть расскажет, как это, что там происходит. Может быть, кого-то он из моих видел. То есть он здесь становится чуть ли не основной такой личностью, очень популярной личностью. Безусловно, ему поступает предложение о том, чтобы он на фронт не пошел. То есть остался. Это было тоже очень важно, но он отказывается от этих предложений. Вот, есть история о том, что это рассказанное было сестрой его уже после войны. История о том, что он отказался, когда к нему пришли представители НКВД, сказали: давай в нашу структуру, мы тебе бронь сделаем от войны. Он отказался по причине того, что его дед, потому что это был дом его деда. Это не был дом его отца. Вообще Оплеснин родился в Вильгарте, и там был дом его отца. Вот они, так как он погиб в Первую мировую войну, то они переехали с мамой в дом деда. Так вот, его дед был старостой, церковным старостой в Усть-Сысольске, его расстреляли в 1937 году. Николай Оплеснин возвращается на фронт и буквально через несколько месяцев погибает. Во время одной из разведок он погибает.
Но это место напрямую связано еще с тем, что, ну, вы знаете, у нас где-то порядка 38 героев Советского Союза. Вот там вот вот эти вот барельефы выставлены, да, собственно говоря. Но там еще очень важный нюанс. Надо помнить о том, что вообще уроженцем Сыктывкара был только один герой Советского Союза. Все остальные были уроженцы из других районов. Вот Плеснин не был уроженцем Сыктывкара, он был уроженцем Вильгарта. И, кстати, удивительная штука, что как бы на карте Сыктывкара его именем географически названа очень совсем недавно сделана площадь Габова. Габов – это единственный герой Советского Союза, уроженец Сыктывкара. Вот. Но удивительная штука, что первый... Да. Удивительная штука, что первым героем Советского Союза во время Отечественной войны был Кисляков, знаете. А вы знаете, что в Сыктывкаре нет ни одной географической точки с именем Кислякова? Ни одной! Ни улицы, ничего. Хотя он был первым героем не Плесина, а именно Кисляков. То есть, видите, тоже такой нюанс очень интересный. Почему у нас не называют именем Кислякова улицы, тоже непонятно. Но, тем не менее, так сказать, город все время чувствовал это. Город сразу стал превращаться в некое оборонное состояние. Все кругом учились воевать. Все осваивали военные профессии. Стрелка, военную профессию, значит, все старались ходить на лыжах, учились подрывать танки. Вот, реально, это во всех учебных заведениях был всеобуч. Причина очень простая. Да, противодействовать налетам авиации. Хотя налетов авиации здесь не было, но тем не менее противодействовать налетам авиации. То есть в любой момент город был готов превратиться в крепость. И тоже защищаться от врагов. Потому что вы помните, что фашисты ведь дошли до какого города, самого ближайшего к нам? До Вологды. Вологда готовилась к обороне, но в Вологду не зашли фашисты. Но тем не менее, ребята, это вот рукой подать. То есть это совсем недалеко, относительно недалеко. Поэтому город тоже чувствовал о том, что война близко, и вполне возможно будут и налеты вражеской авиации, и вполне возможно, да, и после того, как у нас тут десант забрасывали, да, на Печоре, да, вы понимаете, что это просто рассматривалось как реально. Поэтому город реально готовился. Вот. А вторая вещь, это, безусловно, сразу сокращение любых, связанное с продовольствием. Очень маленькие пайки, и одно из таких маленьких нюансов, ну, так, примечаний, как выглядел город, люди ходили с такими термосочками. Это многие из жителей замечают, люди ходят с термосочками. Почему? Карточки выдавали в магазин, ну, в смысле хлеб по карточкам выдавали иждивенцам в магазинах специальных, привязанных, а термосочками можно было получить талон, и в столовой что-то тебе там положат. Кашу какую-нибудь, какую-нибудь рыбу могут тебе положить. То есть всегда будь с термосочком. Вдруг повезет, вдруг талон дадут, и надо отовариться. Почему? Все быстро кончалось. И поэтому надо было, каждая семья собирала еду, собирала. То есть ты получал как иждивенец на предприятии, получал как рабочий. Ты мог термосочком получить, если получил талоны, получить в какой-то столовой. То есть еда собиралась постепенно в каждой семье. То есть и очень многие жители говорят, вот это ощущение голода начало присутствовать постоянно и регулярно.